Многочисленные награды и благодарственные письма, адресованные человеку, чьи мысли и поступки всегда были направлены лишь на благосостояние родного края. Буквально заполонив стол музея краеведения, они рассказывают о жизни Салмана Наурбиева, о том, как начинал свою общественную деятельность и к чему пришел благодаря своей преданности делу, которое выбрал. Принимал участие во всевозможных таких организационных, политических мероприятиях, которые проходили в нашей республике. Его трудно отделить от всего того, что положительного происходило в нашей республике. Он был самым активным ее участником. Десятки архивных материалов, доказывающих его причастность к становлению ингушской государственности. Они свидетельствуют о нем как о члене Президиума Народного совета, который активно участвовал в принятии закона о реабилитации репрессированных народов и многих других важнейших для региона нормативно-правовых актов. Например, на этом видеодиске хранится запись о его участии в Третьем съезде ингушского народа 7 ноября 1991 года. Именно тогда делегаты приняли решение провести референдум об образовании Ингушской республики. 90-й год, вы помните, он жил в Грозном, в городе Грозном. И вот наши события, когда по становлению нашей республики, где защита интересов, съезды, которые проводились в возрождении Ингушетии, а затем в последующем вот та борьба по образованию Республики Ингушетия. Сперва закон о реабилитации репрессированных народов, где он активнейшее участие принимал, как и остальные наши видные сыны Ингушетии. Где бы Салман Наурбиев не оказывался и чем бы ни занимался, он всегда находил самую высшую нишу для продвижения интересов своего народа. Эти материалы – яркое тому подтверждение. В частности, это удостоверение свидетельствует о его деятельности в Координационном совете общественных объединений Ингушетии в Москве, являясь его руководителем. В музей краеведения его передал племянник общественного деятеля Иса Муцольгов. Он не занимался сбором всего материала. По моей просьбе весь архив, который был в Москве, у него, он поступил ко мне, я вот то, что посчитал возможным, нужным, то, что может пригодиться для тех, кто, для последующих поколений, которые могут быть где-то могут использовать в своих рефератах, докладах и прочее, прочее, прочее. Это не то, что вот там грамоты, награды там его, а вот мы здесь дальше не видим, но в музее переданы вся документация, все, что вот связано с материалами, печатными материалами, все это тоже передано в музее, и желающие могут ознакомиться. Впрочем, сам Иса вспоминает дядю как руководителя первой в Ингушетии фирмы по созданию авиационных конструкций, созданной под эгидой Международной ассоциации «Земля и космонавтика» еще в 1990 году. Будучи его сотрудником, Иса еще тогда заметил: обладая огромным жизненным опытом, Наурбиев отличался необычной чуткостью, отзывчивостью и добротой, помогал словом и делом тем, кто в этом нуждался. Для молодежи ингушская община в Москве он был неоспоримым авторитетом, вызывал огромное уважение всех людей, знающих его. По его наградам, орденам, медалям мы видим, конечно, это очень человек века, человек события, потому что мы создали свою республику, а он стоял у истоков создания республики, и об этом мы будем рассказывать в своей экспозиции. Конечно, мы хотим выразить огромную благодарность Исе Магомедовичу за этот материал, за его вклад в пополнение фондов нашего Республиканского музея краеведения. Бесценный подарок, наполненный патриотизмом и достоинством одного человека. Все эти материалы будут храниться в музее краеведения, став всеобщим достоянием. А в предстоящей выставке, посвященной к 250-летию годовщины единения Ингушетии с Россией, они займут самое почетное место среди музейных экспонатов. Радат Хулухоева, Мербек Мержоев, Новости 24.